Слово для выступления предоставляется Богатыреву Бемблату Берсовичу. Общественному деятелю. Уважаемый президиум, уважаемые делегаты съезда, я сегодня очень себя плохо чувствую, поэтому если я буду где-то срываться, прошу меня простить. Тем не менее, я не смог сегодня не прийти сюда и не сказать вам, что я думаю по данному вопросу. То, что положено говорить мне, пенсионеру, не положено говорить президенту. Я его понимаю. И вы понимаете. У нас молодой президент, и наша цель и долг помочь ему во всем, чтобы он успешно справился с задачей, возлагаемой на него ингушским народом. Поверьте моей совести, у меня нет никаких предубеждений против этого человека. И тем не менее, я сегодня не могу не сказать то, что думаю. Когда вопрос стал о провозглашении Ингушской республики, Ельцин вызвал нас, Костоев, по-моему, здесь, Ибрагим, и сказал, для того, чтобы этот вопрос решить, мне нужны следующие документы. О том, что осетин ненасильственно переселяли на ингушской территории. Они, мол, утверждают, что их насильственно переселили, а вы докажите, что это не так. Мне нужно узнать, сколько населения ингушского на территории пригородного района города Владикавказа. Мне осетины говорят, что там всего 16 тысяч человек, а вы докажите, что их больше. Мне нужно технико-экономическое обоснование организации государства на такой небольшой территории и доказать, что она может функционировать на этой территории. И, наконец, и самое главное этот вопрос. Мне нужен референдум о том, что ингушский народ хочет свою республику и в рамках каких границ. Вот когда эти 4 документа вы, Богатырев и Костоев, мне положите на стол, я буду решать, делать ингушскую республику или нет. Очень многие ингуши, да и почти все, они не знают, какая титаническая работа проведена для того, чтобы сделать эту республику и какие силы противостояли нас. Когда эти документы представили, мы были у Ельцина. Пожалуйста, я прошу внимательно выслушать. Он мне говорит, Дарсыгов и я, мы двое были. Ингуши полудикари и не смогут управлять республикой. Это слова Бориса Николаевича Ельцина. Я говорю, Борис Николаевич, что вы сказали? Он понял, что допустил грубейшую политическую ошибку в отношении целого народа. Я говорю, дикари не мы, ингуши, а вы русские руководители, которые 12 веков занимаетесь разбоем на необъятных просторах Европы и Азии, а после 1945 года переключились на весь мир, полагая, что красные штаны можно одеть на весь мир. И столкнулись с могущественными штатами, и их союзниками, и проиграли без единого выстрела. Советский Союз вы проиграли, Варшавский пакт проиграли, все вы проиграли. По-хорошему, так Борис Николаевич, по-хорошему. А если нет, мы такая же нация, как и русские. Разве не так? Он говорит так. Тогда мы сами провозгласим свою республику и ни у кого не спросим. Но в день, когда тебя избирали председателем Верховного Совета, ты кланялся мне, кланялся и Хазбулату, Ибрагиму Костоеву, что мы вам обеспечили победу в выборах Верховного Совета. Ты говорил тогда, долг платежом красен, Богатырев и Ибрагим Костоев. Я заплачу вам этот долг. Я говорю, если ты мужчина, заплати этот долг. Ничего после этого не сказал. Всегда бледный на лице, он стал пунцовым и задает мне вопрос, что вы предпочитаете из спиртного? Я говорю, русский коньяк. Он налил 250 грамм русского коньяка, себе водку и произнес тост. Внимательно послушайте. 5 минут тому назад он называл вас дикарями, но на самом деле он так и считал. И все они так считают. А сейчас он, пожалуйста, поднял руку за добрый, отзывчивый ингушский народ. За Ингушскую республику. Республика так была провозглашена, а не так, как Аушев рассказывал. Вот мне бросили 3 бумажки на стол, а республику я сделал. После этого он взял трубку, позвонил Хазбулату. Руслан Имранович, у меня сидят народные депутаты России, СССР, Дарсыгов и Богатырев. Я прошу помочь мне провозгласить их республику. Тогда Хазбулатов ответил, такого народа, как ингуши, нет. И такую республику не надо провозглашать. Он говорит, тогда почему называлась она Ингушской? Пока я Хазбулатов Верховного Совета, говорит, Ингушская республика не будет провозглашаться. Пожалуйста. Вот как нас любят наши соседи справа. Так, дальше. Мое отношение к сегодняшнему вопросу.
Я крайне отрицательно отношусь к тому, что сегодня надо принять Баркал, закон. спасибо. Алай, нет, подожди, пожалуйста. Я не кончил, что у него время еще не кончилось. Так вот, Я что всего уже 5 12 минут, Все. говорю, мне 7 минут. Алхамдулиллах, уақыт көп. Мы же с вами договорились, что вы мне 10 минут даете. С тобой. Конкретно к этому вопросу. Если мы сегодня в условиях, когда Северная Осетия приняла закон, гласящий о том, что пригородный район является исконно осетинской территорией, когда чеченский парламент принял закон о том, что чечено-ингушский, нет, Сунжинский, Малгобекский районы являются чеченскими, но и мы сегодня не примем решение о присоединении, при возвращении пригородного района, мы все проиграем. Сегодня все в ваших руках, дорогие товарищи. Думайте 100 раз, прежде чем проголосовать за этот закон. Завтра Верховный Совет, не Верховный Совет, Государственная Дума проштампует закон о местном самоуправлении, и Ингушская республика будет в этих 3 районах. Больше ничего с этого не получится. Почему я вам говорю, так будет? Да потому что чеченцы прекрасно знают. Народ чеченский не за то, чтобы вот принимать такое решение. Они прекрасно знают, что в Сунжинском районе живет 90 тысяч ингушей, в Малгобекском районе 95% ингушей, и никогда эти районы ихними не были. И Северной Осетии, и Чечне сейчас хотят вновь упразднить Ингушскую республику. Главная цель заключается в этом. А мы не должны этого допустить. Закон мы успеем принять. Давайте сначала поставим перед федеральным центром вопрос о возвращении или выполнении закона о реабилитации репрессированных народов. Когда этот вопрос мы решим, президент своим указом может принять предложение о самоуправлении, местном самоуправлении. До принятия, до решения вопроса о пригородном районе, если мы примем сегодня закон, поверьте моей совести, завтра это будет поздно. Я призываю вас категорически голосовать против этого закона. Баркал, спасибо. Спасибо.